На заседании Кабинета министров Абхазии утвержден производственный календарь на 2017 год. Согласно этому документу, в следующем 2017 году у нас будет 120 выходных и праздничных дней. Если вычесть из этого числа все субботы и воскресенья, то получается 16 праздничных дней. Наверное, по уровню ВВП на душу населения мы еще долго будем бултыхаться во второй сотне мирового рейтинга. Но вот по количеству праздников, спешу обрадовать наших граждан, мы вышли в передовики. По крайней мере, по данным ЮНЕСКО, самым отдыхающим регионом планеты считается Карибский бассейн, где граждане не работают в среднем, без учета еженедельных выходных 14 дней в году, а у нас, как я сказал, 16. Если к общему числу выходных добавить еще официальный отпуск, неофициальные отлучки на всевозможные свадьбы, похороны, юбилеи, коих на каждую неделю у нас приходится в среднем по 2 похода, приплюсовать к этому внезапный приезд гостей, которым, естественно, нужно уделить внимание, свозить новый iPhone, показать рицу, то, боюсь, реальное соотношение между буднями и отдыхом в нашем календаре будет с точностью да наоборот. Не сомневаюсь, ЮНЕСКО, если прознает о реальной картине, будет навзрыд плакать. Я уже умолчу о наших методичных отлучках посреди рабочего дня на традиционное кофепитие или чего-нибудь покрепче. Это сакральное. И тем не менее, даже невооруженным глазом можно заметить прямую связь между тем, как мы работаем и как мы живем. У нас вообще отношение к труду и его восприятие достаточно своеобразное. Хронически жалуемся на высокий уровень безработицы, при этом толпами завозим гастарбайтеров. Они у нас и строят, и убирают, работают на плантациях, обслуживают в отелях и ресторанах, даже в футбол играют. Труд там, где нужно хоть немного физически попотеть, у нас давно не в почете. Для многих он вообще не считается работой, ибо для них рабочее место ассоциируется исключительно с хлебным местом. Это когда уютный кабинет и лимузин в придачу давали бы возможность методично покусывать бюджет, брать мзду долями в бизнесе, увесистые откаты и просто банальные деньги в конверте. При этом особо скрывать о своих шкурных интересах не приходится. Наоборот, ты открыт для всякого рода интересных предложений. Такая открытость поощряется в общественном восприятии. Почет и уважение на любом мероприятии, от официальных до семейных торжеств, обеспечен. Чего мне вам все это рассказывать, вы и так все знаете. Я о другом. Мы все время жалуемся на отсутствие идеологии, размытость целей и задач, стоящих перед нашим государством и обществом. Ищем какие-то формулы, пишем стратегии, и все понапрасну. Хотя по мне загадка этого ребуса лежит на поверхности. И она чрезвычайно проста. Нам нужно просто изменить свое отношение к труду, ибо только он способен нас вытащить из этого болота, в котором уже целую вечность бултыхаемся.